Авиакомпания «Полярные авиалинии» презентовала беспилотные летательные аппараты. На первом этапе работы они будут оказывать услуги мониторинга ледовой и паводковой ситуации. Проблема с качеством воды в столице региона будет решена. Новый водозабор готов испытать весенний паводок. 36 дачных сотов в Якутске на лето могут остаться без электричества. Как нормализовать ситуацию? В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Презентация беспилотных летательных аппаратов авиакомпании «Полярные авиалинии» прошла в местности села Ой Хангаласского улуса. Проект имеет статус регионального пилотного и реализуется в рамках указа главы республики. По расчетам, использование беспилотников позволит не только существенно снизить стоимость летного часа, но и уменьшить зависимость от погодных факторов, а также обеспечить отсутствие риска для экипажа при выполнении авиационных работ в условиях чрезвычайных ситуаций. На первом этапе работы с беспилотниками авиакомпания будет оказывать услуги мониторинга ледовой и паводковой ситуации при обнаружении и тушении лесных пожаров и в поисково-спасательных работах. На втором этапе планируется их применение при мониторинге объектов инфраструктуры, аэросъемке, картографии и экологическом мониторинге. Мы в республике определили основного оператора по работе с беспилотными аппаратами авиакомпанию «Полярные авиалинии». Эта часть работы очень важная. Мы считаем, что за беспилотниками будущее. На днях аппараты зала концерна «Калашников» будут использоваться на мониторинге по состоянию ледохода по реке Лена. Возможно, при ухудшении ситуации на реке Колыма. Когда облетал лесные пожары, воздушное судно пилотируемое не может зайти завесу дымовую, а беспилотник спокойно может отработать, посмотреть, как развивается лесной пожар, где кромка пожара, и люди могут уже принять оперативное решение. Особое значение для нас имеет это поиск и спасение людей, потому что очень часто люди теряются, и нам приходится использовать вертолетную технику. Сами понимаете, что это достаточно дорогостоящая часть затрат. И беспилотник у нас оборудован тепловизором, с достаточно большой четкостью может найти человека. Активная фаза ледохода на реке Лени проходит двумя участками по территории Ленского и Алекминского района, сообщает МЧС республики. Нижняя кромка основного ледохода наблюдается у села Мурья. Верхняя кромка ледохода расположена в 15 километрах выше Ленска. Ледоход на реке Алдан продвигается двумя участками. Фаза густого ледохода проходит по территории Алданского и Усть-Майского районов. Критического подъема воды не зарегистрировано. Интенсивный ледоход проходит по реке Амге. Нижняя кромка ледохода наблюдается на 40 километрах ниже села Чимнаи Татинского района. Активная фаза ледохода на реке Вилюй проходит по территории Сунтарского и Нюрбинского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается на 20 километрах ниже города Нюрба, а верхняя кромка наблюдается у села Крестях Сунтарского района. В настоящий момент угрозы населенным пунктам республики нет, отмечают в МЧС. И пока не прошел ледоход, по Якутии наблюдается проблема весенней распутицы. Все переправы и автозимники закрыты. Это создает сложности не только для пассажиров, но и для грузоперевозок. Проблему осветит Юрий Осипов. В Якутии в зимнее время функционирует 5 переправ регионального значения через реку Лену, Хатасы-Павловск и Кангаласы-Сотинцы, а также через реки Амга, Алдан и Вилюй. На сегодняшний день все они закрыты. Переправы через Лену Ирбиси ходят. И по всем остальным районам через Амгу уже река идет, Амга, через Вилюй пока ледостав стоит, там частные люди тоже, перевозчики людей перевозят, и через Алдан то же самое. В период распутицы переправиться на противоположный берег возможно только с помощью судов на воздушных подушках. Они курсируют с территории городского пляжа между Якутском и Нижним Бестяхом. В общей сложности на маршруте задействовано 20 судов на воздушной подушке и 5 аэроботов. 11 мая стоимость проезда поднялась до 2000 рублей. Уже дорога ломается. Скоро мы будем возить уже не 800 килограмм, не по 9 человек, а человек по 5, по 6 будем кое-как проходить. Это раз. А груза уже будем возить не по 800 килограмм, по 600, потому что невозможно будет ехать. Сейчас уже дорога вся сломана, это уже начало ломаться давно, но сегодня уже критический момент такой настал. Еще хуже будет дальше.
После прохождения ледохода по этому маршруту будут курсировать паромы. На федеральной дороге в Вилюй будут установлены 2 понтонных моста. На 702-м километре на реке Тюкян и 1151-м на Малой Батобии. Ориентировочные сроки в зависимости от погодо-климатических условий будут намечены на 10 июня. Но возможно корректировка данных сроков либо в меньшую сторону, либо в большую. Все будет зависеть от того, какая погода будет на нашей территории Республики Саха-Якутия. На данный момент идут подготовительные работы по ремонту понтонных звеньев и их окраски. Такой наплывной мост может удерживать груз до 60 тонн. Также в период активного ледохода будут организованы пассажирские перевозки на вертолете. МЧС напоминает, что в это время несанкционированные перевозки по реке строго запрещены и очень опасны. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Тем временем новый водозабор в Якутске готов впервые испытать весенний паводок. Уже можно говорить о том, что качество питьевой воды, подаваемое населению, по сравнению с прошлым годом в разы стало лучше. Лаборатория компании каждые 2 часа отбирает пробы воды с реки Лена и проверяет ее цветность и мутность. Так, если в прошлом году в это время цветность воды была в районе 80 градусов, то сейчас меньше 8, при норме 20 градусов. Напомним, новый водозабор стоимостью порядка 5 миллиардов рублей появился в республике только в прошлом году. Новый водозабор со станцией очистки воды полностью автоматизирован. Поменялась и система очистки. С ремонтом городских сетей и магистралей в ближайшие 2 года новый объект должен полностью решить проблему с качеством водоснабжения в столице. Мы находимся сейчас на водочистных сооружениях города Якутска. В этом году впервые вот эта вот новая станция, которая была введена в прошлом году, испытает, скажем так, в экстремальных условиях. И, как показывают анализы, мы на сегодня при том ухудшении, которое наблюдается в реке, подается чистая вода, очистка она чувствительна. Мы надеемся, что такая же работа, такая же вода и будет поступать в город. 36 дачных сотов в Якутске на лето могут остаться без электричества. Это касается по меньшей мере нескольких сотен человек, имеющих загородные дома на Вилюйском тракте 16-го километра. Проблема не новая, такое регулярно случалось вплоть до 2013 года. В течение 5 лет дачники не испытывали проблем, думая, что все осталось позади. И вот снова идет уже 2-я неделя без электроснабжения. Когда нормализуется ситуация, внятного ответа от поставщиков услуг нет, как и самого электричества. Нынче получилась такая картина, что 2 мая свет выбило. В Скорсвет обратились, они не хотят ничего делать. Главный инженер СГХ, хотя и выходные были, Платонов, меры принял, указания дал, они съездили, причину установили. Но после этого никак не могут согласовать работу Горсвет. Они без Якутскэнерго никакие там работы не могут провести. В Приморье прошли всероссийские соревнования по спортивному туризму на водной дистанции Кема-ралли-2019. После продолжительного перерыва Якутия была вновь представлена на этих состязаниях командой водников из Нерюнгри. Репортаж Сергея Козюры. Назад! 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 Настя, назад! С запада на восток сквозь Сихотэ-Алинский заповедник несет свои воды в Японское море река Кема. В 100 километрах от поселка Терней располагается каскад Порогов, одно из излюбленных мест дальневосточных водников. И именно здесь ежегодно проходит чемпионат Дальнего Востока по спортивному туризму на водной дистанции. И вот впервые с этого года соревнованию присвоен всероссийский статус. Мы не могли пропустить такое событие. Приморье, Хабаровск, Амурская область, Забайкалье и Республика Саха-Якутия. 8 команд, 5 регионов. В достойной конкурентной борьбе определялись сильнейшие. Якутию представляли 4 человека. Это туристы-водники из Нерюнгри. Для 3 из них это был серьезный дебют. Допустим, Темптон, по Темптону я ходил, а там объем воды большой. Тут очень много шивер, очень много порогов, очень много скальника. То есть катамаран не сравнить, а вот каякинг тут дикая разница с нашими реками. Командам необходимо было за максимально короткое время пройти порожистый участок реки, при этом взяв ворота, что оказалось весьма непросто. Вешки, обозначающие ворота, имеют разные цвета. Зеленые для прямого прохождения по течению.
Красные – реверсионные, взять которые необходимо против течения. Но есть также черные, так называемый флэш. Чтобы войти в них, необходимо преодолеть реку боком, поперек. Лучше всех с поставленной задачей справилась команда «Грани» из Хабаровска. Им присудили заслуженное первое место. Наши ребята на 4-й позиции, что тоже неплохо для дебютантов. Трасса, конечно, интересная, трасса, она своеобразная. Здесь есть все те элементы, которыми можно будет воспользоваться в дальнейших больших походах. Отработка этих всех препятствий, что немаловажно для похода. Почему делаются все соревнования? Чтобы ты не думал головой, а руки делали, как нужно обойти какой-то камень, как войти в улово, в струю, прочитать эту струю. Вот, чтобы спасти жизнь себе, сделать какие-то спас-работы, отработать здесь элементы. Вот, поэтому я и хотел, чтобы ребята все это получили здесь. Наглядным примером увидели все. Наша республика весьма привлекательна для туризма и уж тем более для водного. И этот задел на реке Кема обязательно даст свои плоды, ведь мы получили здесь главное – опыт. Более подробно о водных баталиях смотрите уже на этой неделе на телеканале Якутия-24. Сергей Козюра, Нерюнгри. Это были новости в прямом эфире. Еще больше информации на наших сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.